Дорогие друзья, посмотрите, что у меня в руках. Вот такая красивая хризантема. Как будто бы где-то в Сочи сорвали этот цветок. Он такой красивый, пушистый, прям как настоящий выглядит. Но он выполнен из изолона. Это такой современный материал, который используют многие мастерицы для изготовления как раз-таки вот цветов, искусственных цветов. Сегодня мы находимся в Верхнем Куранахе, это Алданский район, и мастерица Ольга Борисовна Братус расскажет, как выполнять вот такого рода красивые изделия из вот такого вот материала интересного. Ольга Борисовна, здравствуйте. Здравствуйте. Так. С изолоном я познакомилась через интернет. Где-то, наверное, года 4 назад. И меня очень заинтересовало, но там делали светильники. В основном вот это вот все идут светильники. Букеты я вот только делаю вот впервые, цветы, просто отдельно цветы. Изолон — это такой вот вспененный полипропилен. Он бывает технический и бывает вот именно для рукоделия. Идет вот в таких рулонах, которые по 75 по метру, по 10 метров. Вы заказываете через интернет? Я заказываю через интернет. А толщина какая? Смотрите, вот здесь вот у вас толстенький, это сколько миллиметров? Это 2 миллиметра. Их бывает 3 разновидности: 1, 2 и 3. В основном используют 2 миллиметра, потому что он держит форму хорошо и более как бы нормальный. 1 миллиметр, он тонкий и будет уже как бы сильно сгибаться и форму не будет держать. 3 уже толстоватые, поэтому в основном применяют все 2 миллиметра. А вот эти цветы — это 2 миллиметра? Да, все цветы по 2 миллиметра. Понятно. То есть сегодня вот как раз мастер-класс будет посвящен изготовлению вот такой хризантемы, да? Как мы все это, в какой очередности вот это Ну, всё начнем происходит? мы, скорее всего, вот с тычинки. С тычинок. Чтобы сделать тычинки, нам нужно отрезать полосу 4 сантиметра. Вот я вот отрезала ее 4 сантиметра. На одну тычинку примерно уходит 25 сантиметров. Если делать одного цвета. Если делать с 2 цветов, то уходит 2. По 10, по 15, ну где-то так примерно. Ну вот если взять вот 75, ну мы его разрежем. Я никаких шаблонов не делаю. Все делается На глаз. на глаз. Мы должны нарезать полоску. Полоску мы режем вот такими вот угольчатыми. Стараться делать поменьше. Делаете ножницы. Так, ножницы должны быть у Ножницы, вас. хорошие ножницы обязательно. И нарезаем вот так полоску. Это делается быстро. Это просто сейчас вот нарезаем полоску. Дальше, после того, как мы нарежем полоску, мы будем делать листики для хризантемы. Сейчас мы изготавливаем тычинку. Тычинку. Тычинка — это как бы центр нашего Да, цветка. это центр нашего цветка. Должны быть вот эти полосочки потоньше, да? Да, желательно. Но мы их будем потом обрабатывать феном, и они у нас немножко истончатся. Сейчас они выглядят вот такая бахрома, как бы, да? Бахрома. Сейчас уберем. Проредить как-то нужно будет, да, или как? То есть вы вообще все вырываете, да, или как? Или местами? Я уголком резала. Так. Резала уголком. Вот мы приготовили одну полоску. Ну, вторая полоска у меня уже есть. Сейчас мы достанем. Вот это уже готовая. Вот она типа Вот такой вот. мы должны сделать из вот этого, так сказать, такую же заготовочки вот такую вот штучку. Прежде чем будем работать феном, сразу же сейчас сделаем листики. Так. Для листиков, вот для маленьких листиков, вот таких, нам нужен квадрат 10 на 10. Из него мы сейчас сделаем круг. Для этого мы обрезаем просто уголки. Здесь не обязательно прям, чтобы был стандартный круг, потому что это потом будет все обрабатываться феном. Мы еще будем все это резать. Вот как бы круг. Сворачиваем на 2 части, разрезаем. Еще наполовину.
эту половину еще наполовину и вот так вот. Мгм. То есть не нужно, чтобы это было прям вот идеально, Не идеально, надо. по Некоторые циркулю. мастерицы показывают круг. Это же очень сложно вырезать круг Да. из изолона. Теперь мы делаем листочки. Для этого с одной стороны закругляем и вот так вот режем. Ну, как вы ловко все это делаете. Вот изготовление одного цветка сколько по времени занимает? Ой, я не могу ваших сказать, я- усилий, вашего труда? По одному цветку я не делаю, Мгм. потому что это будет как бы невыгодно. Потому что вот с одной полосы, когда мы нарезали 10 сантиметров полосы, у нас получается 7 штучек. 5 сантиметров отрезали, и эту получается 70 сантиметров. Мгм. Делим на 10. Мгм. 7 штук получается. Мгм. Как интересно. Скажите, а почему вы увлеклись именно цветами? И именно этим Мне понравились материалом? светильники. Да. Мне понравились светильники. Особенно они Это вы когда... сами изготовили, да? Да. Вот это да. Вот сзади Очень вот. красиво. Сзади тут вон. Вот мы приготовили листик. Наряд для, допустим, стола, да? Какого-то Да, к 8 марта, под- например. подарить подарок Или кому-нибудь. к Дню влюбленных, да? Сейчас будем работать феном. Сейчас будет немножко шумно. Так. Фен у нас должен немножко разогреться. Берем вот ну, нашу заготовку, так скажем. Еще не сильно он разогрелся. И каждый листик мы должны нагреть и вот так зажать. Мгм. Феном нельзя обжечься. Фен идет строительный, можно обжечься. Это ну, должны делать только взрослые. Аккуратно. Детям ни в коем случае. Здесь температура до 550-600 градусов у фена. Ой, а сейчас какая температура выставлена? Вы так вот прямо... Нет, у меня не выставляется. Невысокая У меня температура. 550, вот А. сейчас на единице поставлено. Мгм. Не нагрела. И вот мы сейчас должны все листики вот так вот сделать. Поэтому это очень долго. Мгм. Да. Если брать, Процесс. И в итоге у нас должно получиться вот такое вот изделие, да? да, Верно все? сейчас мы сделаем тычинки сразу. Тычинку. Вот так вот просто нагреваем. И загибаем. Она Руками может загибаем. сама загнуться, можно вот так немножко вот подогнуть. Мгм. Все. То есть, смотрите, вот здесь вот вы так вот точно так же феном нагрели и подзагнули. Да. Чтобы для одной хризантемы, вот 10 на 10, нам нужно примерно, ну, 5-6, можно 4 обойтись. Еще квадраты у нас идут 12 на 12. Мгм. Их тоже можно 3-4. Ну, Мгм. в общей сложности где-то 12 листиков надо, Так. чтобы было. Мгм. И квадрат 15 на 15, это вот такие большие. Мгм. То есть на одну хризантему, вот такую пушистенькую, уходит квадратики разных Размеров, 3 размера. Три Где-то- размера. Вот я писала, тут, если что, Так. можно показать. Мгм. Поскольку там у нас вот здесь ваша Я- подсказочка. Мгм. Мгм. Листики для цветка 10 на 10 сантиметров квадрат уходит 5-6 штук. Мгм. 12 на 12 сантиметров 3-4 штучки. И 15 сантиметров на 15 сантиметров квадрат. Это прям большой. Это вот, вот эта вот нижняя часть, да, видимо, Мгм. крупный. Здесь идет 3-4 штучки всего. Вот. Да. То есть самое крупное это 10 на 10. Вот что удивительно, то, что в центре цветка и что создает вот объем, да, вот этому цветку, ну вот за счет маленьких квадратиков. Теперь для создания цветка мы берем проволоку. У меня флористическая, но можно использовать вязальную. Ну, где-то, наверное, около 2 миллиметров. Сейчас мы кончик загнем. Для этого нам нужны будут инструменты. Вот такой стебелечек, да? Загнули, Так. пассатижами пригнули. А когда вы занялись вот таким вот цветоводством, скажем так, изготовлением цветов? Ну, это я уже, наверное, 3-й год Мгм. занимаюсь. Да, то есть смотрите, вот 3 года опыт, и посмотрите, если можно увлечься серьезно этим делом, то есть можно вот через 3 года изготавливать вот уже такие вот красивые цветы. Теперь мы берем тычинки белые, Мгм. пользуемся клеевым пистолетом и начинаем закручивать.
Мгм. То есть напоминаем, что вот, вот эту проволочку в самом начале мы Нужно загнуть, чтобы загнули. она не кололась. Скажите, а наверняка в вашем поселке многие, да, обращаются к вам, ну, за такими цветами? Может быть, заказы какие-то поступают, да? Были у меня заказы. У меня Изготовить. даже вот мужчина, Салдана, он заказал очень большое сердце на подарок у родственницы. Мгм. Я делала сердце метр, вот такой вот метр 20, по-моему, что ли, сердце, М, светящееся, вот именно из изолона в бело-красном цвете. наверное, это было очень красиво. Очень красиво. выглядело. Его друг увидел И тоже и захотел. тоже заказал. Тоже сердце. Тоже Ну, сердце. Но тогда вот он приехал, он у меня сразу же взял настенную розу большую, клеим второй. Точно так же. мгм. То есть внутри у нас белая тычиночка. Белая, тут вот Мгм. сиреневая. И, наверное, можно еще как-то вот все-таки цветы, они же не одного прям вот, знаете, цвета, да. Может быть, можно было подобрать вот, допустим, вот такой вот, да, все тона, ну, скажем так, вот этого фиолетового, да, Мгм. цвета и разные-разные оттенки Да, фиолетового. да. Мне кажется, тогда цветочек был бы более таким насыщенным, да? Все верно? Да, это, Но что интересно, вот это у вас потоньше, по-моему, нет? нет, это Или тоже- потолще. А, наоборот, потоньше. Да, вот эти вот, они Тоньше. идут тоньше. Вот это вот 10 на 10. Да, Таких штучек у нас должно быть 5-6. да. Ну вот мы сейчас их возьмем. Вот мы берем раз, два, три, Уже заготовочки вот эти 4, 5. вот, да? Так. 5-6 штук, это как вот нам... Ну вот мы сейчас сделаем 4, одну оставим на последнюю. Вот берем, что такое? Одну протыкаем. Все легко протыкается. Да. Они- Здесь мы клеим. Мгм. Но так как это изолон, клей здесь у нас будет как бы долго схватываться. Мгм. Если бы это был фоамиран, Да. ну я, правда, с фоамираном очень мало работала, Мгм. но с ним полегче, как Мгм. люди говорят. Вот мы Но держим. Вот интересно, все-таки вы попробовали и ту технологию, да, изготовления цветов. Это ведь материалы разные все-таки, Ну да. но вы все-таки ваше сердце Этот как-то материал покорил мне, именно вот изолан, да? изолон мне Изолон. понравился в том, что он хорош в обиходе. М. Его можно мыть. А разве из другого материала нельзя? Фоамиран, он более такой, как бы капризный, и получается он, ну, ворсистый. Мгм. Этот гладкий. То есть где-то вот пыль протереть. Да, как-то его вот. вот если светильник, например, Мгм. его просто вот я потом покажу, Мгм. как снять и просто прямо взять и помыть. Мгм. Делаем в шахматном порядке. Листики накладываем в шахматном порядке. Это как понять? А это вот если одни, то второй уже ряд я ложу между. А, понятно. Ну, то есть, чтобы они как бы были, Да. вот, создавалась такая вот пушистость Сейчас вот еще. этого цветка. Берем 12. 12 лист. Так, 12 это что? Вот этих 12 квадратики, которые у нас были, 12 на 12. 12 на 12. Их нужно буквально 3-4. 3-4. 3-4. Тоже так же все. Тоже вот Мажем. клеем. Типа- Много уходит, допустим, вот на изготовление одного цветка материала? Материала. Ну вот если так считать, одна полоса, 2 полосы, Мгм. это будет на 2 цветка. По На 70, 10. да? Если ширина 70. 75, да. Мгм. На 2 цветка 2 полосы. Ну, сейчас скажу так, примерно 10, 12, 15. Что там получается? 27, 30. Ну, на 2 цветка где-то полметра уйдет. Ой, как вы хорошо считаете. А кем вы работали раньше? Продавцом. Вот. Сразу чувствуется. Продавцом, Что с ну я цифрами всё в порядке. продавцом, и Мгм. потом заведующей, и кладовщиком в итоге. Мгм. Ваши родные разделяют ваше увлечение вот этими Да, цветами? конечно. Они мне Они- помогают в реализации. Да, они гордятся, да, тем, что Да, вас конечно. бабушка Я занимается. занимаюсь не только изолоном, но и бисероплетением. Мгм. Я всегда дарю всем брошки невесткам, сватьям.
Делаю на 9 мая бисерные у меня вот специально. Как повезло вашим бисерные. невесткам, Так и что, вашим подружкам. да, и подружкам тоже. Так, Теперь клеим 15 сантиметров. 15 сантиметров. Напомню, 15 сантиметров у нас, дорогие друзья, 3-4 штучки. Вот эти вот квадратики, которые разлохмачены ножницами, согнуты с помощью фена. Угу. Вот, для того, чтобы придать нашему цветку объема. Но интересная техника и интересная идея создания цветов такого рода, да? Искусственные цветы. Чем они хороши? Ну, некоторым это не нравится, конечно, люди Да. увлекаются, Люди конечно, разные, да? да, больше, скажем так, живыми цветами, да, но вся прелесть вот таких цветов в том, что, во-первых, именно вот мастерство мастера, да, ну как масло масляное получилось, именно Ну вот. умение мастера. Вау, как Вот. красиво. Все, она у нас уже получилась. Теперь последний мы Очень делаем, красиво. который у нас оставляли мы 10 на 10. Но только уже ложим не так, а ложим Кладем. наоборот. Наоборот, Кладем. То есть это у нас получается вот, Кладем, да. да, собираем. Вот здесь вот не видно, потому что здесь листья уже вот у этого цветка. Это как бы, ну, в общем, низ цветочка, Низ да? цветочка вот Мгм. у нас получилось вот так. Ой, ну, выглядит чудесно. И Тип- вся прелесть этих цветов, вы сказали, что за ними легко ухаживать. За ними очень легко ухаживать. Во-первых, они не выгорают. Мгм. Ну, по крайней мере, не так сильно. И во-вторых, их очень легко умыть. Не Мгм. нужно ничего взять, просто поднести Мгм. к воде, все помыть и все. Сейчас мы будем делать чашелистики. Мгм. Чашелистики это у нас вот здесь мы должны приклеить Мгм. вот так. То есть для этого берется другого цвета Да, зеленый. изолон. Смотрите, они уже такие прямоугольные формы, да? Такой длинный прямоугольничек. Чтобы сделать, можно просто, конечно, сделать, но мы будем делать. Есть молды, специальные молды для цветов. Они всяких размеров, есть для тюльпанов специальные, Мгм. есть для роз, чтобы как бы был здесь рельеф на Мгм. цветке. Вот сейчас мы будем это делать. Опять-таки с помощью фена. Да. Мгм. Как интересно. Берем, ну вот примерно прикинем, что нам нужно. Ну вот, Мгм. вот так. Отрежем. Один сейчас попробуем. Вот, на глазочек мы это Мгм. все делаем. Очень хорошо. Разогреваем. Далее. Ну ладно, буду рукой Вот. прижимать. Мы вообще. сейчас показываем именно как изготовить уже листики, зеленые листья, Мгм. которые, конечно же, вот в каждом Чашелистик. цветке, да, чашелистка, Надо губку. Ну, так как губки рядом нету, Мгм. ну, на полу уже. То есть нагрели вот этот листик и накладываем на форму, да? Да, на мох. Мгм. Вот мы получили вот такой листик Да. Рельефный. рельефный. Вообще Вырезаем похож. его. Мгм. Вообще, вот это дело похоже как на пластилин. Он немножко как бы Он мягкий. мягким становится. Придаем немножко форму листику. Скажите, пожалуйста, а вообще это не вредно ли, вот то, что мы нагреваем? Нет, он безопасный. 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 Он практически от него нету ни Ни аллергии, ни запахов никаких. Мгм. Так, ну вот мы один сделали. Мгм. Тут у меня подготовлены другие. Мгм. Сейчас мы их наклеим. Но затратно, если вот так разобраться, Затратно это в каком плане это? в плане денег. Ну, Чтобы купить материал и Мгм. чтобы сделать цветок, вот по крайней мере вот такой. один. Да, один. Это нужно 4 цвета. Мгм. 4 цвета, соответственно, цена не дешевая, больше 1000. Там идет по 10 метров. Один рулон стоит больше Мгм. 1000. И поэтому Допустим, прежде букет. чем заняться изолоном, я целый год готовилась. Мгм. Покупала постепенно материал, купила фен строительный, купила, ну все,
что нужно. Также у Инструменты. меня есть для сборки цветов, у меня есть дрель. Мгм. Даже, да? Да. То есть обычная строительная дрель не подойдет, нужно какую-то как-то специальную, да? Нет, там просверлить нужно, потом собрать ц- светильник, электричество. А, вот нужно. для этих целей, да? Мгм. Мгм. Так, немножко я тут Скажите, не в общем, вы эту свою идею так. Ладно, делаем ну, побольше. монетизировали. То есть ваши затраты, они как-то оправдываются, финансовые затраты? Ну, так в какой-то мере оправдываются, а вообще мне это для души нравится. Мгм. Мне нравится, когда вообще людям нравится, и мне нравится. Ну вот мы сделали. Чтобы, например, чашелистики немножко подзагнулись, а мы так вот сделаем. Нагреем и вот так возьмем. Еще не приклеилось. Мгм. Чтобы сделать большой лист, вот такой лист, мы взяли, ну это у меня 13 на 10, я просто ориентировалась на мой большой молд. Вот на такой. Так. Я нарисовала от руки. Можно это взять, конечно, шаблоны в интернете. Я нарисовала вот такой цветок. Но так как такого молда у меня нету, будем использовать вот этот. Я еще художник тут. Мгм. Ну, оно нормально смотрится, когда вот в изделии. Мгм. Ну, главное, чтобы мастеру нравилось, да? И нравилось вашим Не, оно в итоге будет... почитателям, вашей семье, вашим Вот я немного друзьям. перегрела, вот О, видите? и вот видите, что Вот происходит? какое получилось и пятно. О, Ну, оно можно сделать. Ну, вот я вот сделаю назад, и оно ничего не будет видно. мгм. Это я его перегрела. Близко поднесла к фену. Мгм. И поджарился листик у Да. вас немножко. Ну. И вот губочкой вы, Да. Вот у нас и получился вот посмотрите такой рисунок. лист. Мгм. Потом я накладываю и вырезаю. Сейчас мы это не будем делать уже. Мгм. Покажите готовый листик. Да. Ну вот вы его уже Вот он практически есть готовый. показали. Здесь я использовала проволока 0,7 миллиметров. Мгм. Наклеивается. Здесь сзади вот, чтобы проволоку не было видно и чтобы Мгм. не уколоться. Мгм. Это все приклеивается. Да, это все Так, приклеится на клей. Также мы делаем бутон. И в итоге мы приделываем вот так вот листики. Желательно поближе. Мгм. Потому что это будет стоять в вазе, Мгм. и нижние листья их будет не видно. Мгм. Ну, 2-3 вполне достаточно листика. Мгм. Вот так. Слушайте, ну этот цветок практически, смотрите, вот за этот короткий промежуток нашей программы и опыт Далее в мы руках берем опытного мастера. Тэп-ленту. Так. Это такая флористическая лента. Мгм. Ей... А вот она у меня. Вот. Мгм. И ей Это нужно как обматывать. изолента, да? Вот Это как она выглядит? флористическая. Она вот А, видите, какая как мгм. клейкая. И ей начинаем обматывать. Ну как тесьма, обычная тесьма не подойдет. Нет. То есть именно вот Да, нужна вот Да, именно вот ее эта структура, она лента. такая полупрозрачненькая, но Они бывают такая, разных знаете, цветов. она может порваться, да? Вот Может, если конечно, я сейчас пойдет. руками порву. Мгм. Они бывают разных цветов. Мгм. Бывают белые, красные, потому что цветы же Ну делают да, всякие разные. Да, конечно. И Ну и ленты, соответственно, должны быть разными. здесь нужно- А, вот оказывается, смотрите-ка, вот здесь вот. Да, Ну, как здесь на она еще настоящем- покрыта как на лаком, настоящем вот цветке. акриловым лаком, Немножечко. Мгм. чтобы, во-первых, чтобы пыль, она же, видите, какого такой Мгм. структуры, что Да, может да, да. притягивать пыль, чтобы пыли не было. Мгм. И вообще для удобства. 2 раза я покрыла лаком, Мгм. Акриловым лаком. акриловым лаком. Именно вот стебель. То есть не сам цветок, а Можно, стебель. можно покрыть листья. И листья тоже, а сам Да, цветок а не трогать. цветок сам нет. Мгм. Листья можно покрыть, Да. добавить в лак блески, Мгм. и будет уже эффект блесок. Так, ну вот.
такой цветок. Да, здорово. Ольга Борисовна, ну вы просто волшебница. За очень короткое время, буквально, ну практически, ну как бы условно говоря, за 5 минут, и вы в своих умелых руках, у вас появился из вот таких вот заготовок такой замечательный цветок. Ну что, дорогие друзья, кто заинтересовался подобной техникой выполнения искусственных цветов из такого материала интересного, будем пробовать?